Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карты дня на 29 ноября 2020 года, воскресенье. Посмотрим, какой будет день. Ого, выпадает карта у нас смерть. Что будет помогать? Будет помогать принцесса Пентаклей. Что будет мешать? Будет мешать умеренность. Но карта смерть, серьезная карта, старший аркан. Будем что-то из жизни, из своей удалять очень активно. Может быть, это день обыкновенной какой-то уборки, да, наведения порядка, когда все лишнее из дома вон. Может быть, в документах наводим порядки, в отношениях. В общем, все, что просится, да, все, что у нас оказалось лишним в нашей жизни, оно будет требовать, чтобы мы с этим разобрались. Также здесь карта, которая говорит о том, что будет какой-то конец очень важный или делу, или отношениям, или, в общем, любое абсолютно окончание чего-то важного очень в нашей жизни. Здесь еще карта и начало одновременно, то есть если в этот день что-то заканчивается, в этот же день начинается что-то новое для нас. То есть здесь не бывает так, чтобы вот одно ушло и все, и больше ничего нет. В этом-то и хорош аркан смерть, в том, что приходит сразу новое на смену. А также эта карта просто перемен. Если это не слишком что-то такое серьезное, да, это у нас же день просто один, а здесь просто перемены, которые происходят. Может быть, поездки, переезды, может быть, какие-то договоренности новые между партнерами, может быть, какие-то новые решения по поводу работы, заработка, может быть, решение взять кредит или еще что-то такое очень важное, что повлияет на жизнь. Ну и, конечно же, здесь будут разного рода неожиданности. Или вы что-то поймете важное для себя, и может быть, это касается детей, обучения, может быть, это касается каких-то поездок и вообще любого какого-то улучшения вашей жизни. Здесь еще ситуация страхов, да, может быть, какие-то страхи выйдут наружу. Или вот, допустим, что-то вы боялись в последнее время очень сильно, и оно может проявиться в жизни. То есть вы можете притянуть свои страхи в свою жизнь. Поэтому как можно быстрее нужно выявить вот эти страхи в себе и постараться проиграть ситуацию, вот связанную со страхами, мысленно. Да? Вот представьте, что вы уже в этой страшной ситуации оказались, как вы будете действовать, что вы будете делать, как вы из этого выйдете, из этой ситуации выйдете, да? Какие пути выхода у вас. И таким образом вы отработаете вот эту энергию страха, она не проявится в жизни. Это очень хорошо. И также эта карта говорит о том, что сегодня произойдет то, к чему больше нельзя будет вернуться. Если сегодня с кем-то поссоритесь, возобновить отношения не удастся. Если решитесь уйти, допустим, от партнера, восстановить отношения не удастся. Все, от чего мы сегодня отказались, это уже не возвращается. Что будет помогать? Принцесса Пентаклей. Но здесь ситуация, когда мы учимся, да, учимся на любых ошибках, учимся на любых ситуациях, учимся в отношениях, ну и просто, может быть, в прямом значении карты, да, когда мы проходим какое-то обучение, это полностью меняет нашу жизнь. Что будет мешать? Умеренность. Умеренность, когда мы все-таки стараемся сохранить какой-то нейтралитет, не вмешиваться, стараемся сохранить какой-то мир, сдержанный, да, очень осторожны, очень стараемся быть спокойны, привыкнуть к чему-то, приспособиться, вот это не нужно. Все равно уйдет то, что не ваше, то, что должно уйти. Давайте посмотрим отношения для тех, кто в поиске партнера. Карта отшельник выпадает, но в принципе очень даже хорошо. Это поиск, это вообще-то карта одиночества и уединения, да, но может быть вы здесь пока что ищите вопросы внутри себя. Какой вам партнер нужен? Да? Когда вы хотите эти отношения начать? Может быть, пока что вам нужно побыть с собой. Может быть, вы чувствуете, допустим, что в каких-то старых отношениях еще не разобрались, и вот это время для того, чтобы разобраться. Может быть, вы слишком жертвовали собой в отношениях в последнее время, или, может быть, были очень сильно привязаны к партнеру, который был до этого, и до сих пор у вас это, может быть, сохраняется. То есть здесь нужно разобраться с собой, отменить вот эти все прошлые отношения для того, чтобы начались новые. А те, кто в паре, двойка жезлов, карта замечательная. Здесь как раз что-то вместе
вы решаете, да, то есть смотрите, здесь у нас карта трансформации, перемен, то есть перемены касаются вас обоих. Что делает один, меняет жизнь другого человека, что делаете вы, меняет жизнь вашего партнера. И это, конечно же, жезлы. Жезлы – это продвижение, улучшение. Все, что уходит, улучшает вашу жизнь в паре. Но двойка жезлов у нас карта новых каких-то начинаний. То есть сегодня воскресенье, когда вы можете вдвоем что-то обсудить, какие-то планы наметить и уже какие-то первые шаги, может быть, даже сделать вот в общем деле каком-то. Может быть, даже это какой-то семейный бизнес вы затеете, да, может быть, вы решите здесь какой-то вопрос, связанный с деятельностью вашей совместной, или распределить обязанности, которые у вас по дому есть. Но в любом случае, эта карта такая светлая, радужная, хорошая, здесь все к лучшему. В общем, получается так, что сегодня, скорее всего, вы решите какие-то сложности, трудности, которые вот в последнее время были в ваших отношениях, и теперь у вас должно все пойти на лад. Вы должны договориться. Вот смотрите, как вас тут объединяет вот это что-то новое, что в вашу жизнь входит. Но по двойке жезлов у нас может быть, кстати, какие-то совместные планы о поездках, не только здесь какие-то дела по поводу зарабатывания денег и по реализации себя, да, здесь может быть и вопрос каких-то покупок, когда вот те покупки, которые нам помогают жить, ну, допустим, купить машину, да, потому что так удобней, или купить какую-то технику, потому что это тоже вам помогает выполнять какие-то обязанности в доме. Ну, в общем, как-то сегодня вы улучшаете свою жизнь с помощью каких-то новых шагов, да, старое ушло, новое пришло к лучшему. Ссора, если у вас здесь туз мечей, ну, кардинально будете решать ситуацию, скорее всего, для многих это будет, конечно, расставание, поставить точку, да, а для кого-то выяснить отношения, договориться о чем-то важном. Посмотрите, две совы мудрые, да, и здесь мудрец сидит. То есть, может быть, вы поговорите, выясните все и договоритесь по-новому строить ваши отношения, тогда они выходят на новый уровень. То есть вы после этого разговора совершенно другие, и отношения между вами другие. Работа, если кто-то работает в воскресенье, те, кто в поиске, карта дьявола. А здесь может быть море страхов, что я, может быть, вообще не найду работу, и как я буду без работы, без денег, и я вот нахожусь в зависимости от других людей, потому что нет у меня работы, да, то есть вот всякие страхи и неприятные ощущения могут быть. А может быть, люди напрямую будут вам говорить, что вы давно уже ищете работу, что нет у вас, ну, от вас нет никакого дохода, да, и так далее, и так далее. То есть, может быть, кто-то будет предъявлять претензии, и вам придется как-то отвечать, что-то с этим делать. И смотрите, будьте осторожны, потому что два старших аркана, да, между собой могут, как сказать, объединить свои энергии, да, и здесь вместо того, чтобы как-то опору себе какую-то создать и поддержку, вы можете разрушить свою жизнь. Не вступайте сегодня в конфликты, если есть возможность от них уйти. Для тех, кто работает, десятка мечей, завершение какого-то проекта, освобождение от чего-то. А может быть, вы, допустим, должны были сегодня работать, но у вас выходной, да, вот перемена графика. Или, допустим, у вас должен быть рабочий день вот по какой-то схеме, да, а тут совсем все по-другому. Какой-то проект закончили, большое количество клиентов, большое количество сделок, очень много каких-то моментов по общению, переписки, звонки и все такое прочее, потому что здесь все-таки мечи, у нас интеллектуальная карта, общение карта, коммуникации и так далее. Но то, что здесь вот что-то заканчивается, может быть, для вас эта рабочая неделя наконец-то заканчивается, здесь уже хорошо. Так, что еще важно? Здесь у нас ситуация, когда знаете, какая-то радость от того, что вот что-то закончилось, что-то прояснилось, что-то выяснилось и так далее. Для тех, кто своим делом зарабатывает. Шестерка мечей выпадает. Но здесь может быть какие-то перемены, поездки, может быть работа через интернет, сразу в нескольких направлениях работа, с большим количеством клиентов работа.
Может быть, это уже какой-то налаженный такой процесс, да, и для вас это может быть привычно уже. Но вообще шестерка мечей — карта чего-то нового, каких-то перемен очень важных, помощи, когда мы ищем помощи каких-то советников, помощников, когда от нас требуется помощь, может быть, совет какой-то нужен. Финансы для тех, кто на зарплате. Семерка чаш. Здесь карта исполнения желаний. Кто-то, может быть, подарит вам что-то, чего вы давно хотели, или какая-то покупка будет очень такая приятная, тоже вот вы давно мечтали, наконец-то осуществляется. Так, семерка чаш у нас карта, когда кто-то из партнеров нам может, ну, в общем, пополнять наш кошелек, скажем так. Так, ну, кстати, вот здесь может быть и кредит, кто-то возьмет, может быть, кредит сегодня, потому что это очень часто семерка чаш кредиты показывает, когда мы сначала радуемся, да, тому, что купили, а потом нам приходится долго и трудно это выплачивать. А для тех, кто своим делом зарабатывает, выпадает король мечей. Король мечей у нас карта такой целеустремленности, да, то есть есть обязательно у нас список, по которому мы делаем покупки. Или здесь мы заключаем какой-то важный договор, по нему получаем деньги. В общем, деньги мы здесь не тратим лишнего, да, здесь у нас все по полочкам, все очень разумно. Здоровье. Для здоровья выпадает туз пентаклей, но это самая лучшая карта для здоровья, когда появляются шансы на выздоровление, когда появляются силы, когда мы можем начать менять свой режим питания, в общем, как-то улучшить свое здоровье. А для тех, у кого оно было хорошее, здесь даже может быть просто энергетически очень сильный день, когда вы можете многое сделать, могут идеи какие-то прийти очень важные у вас, вот связанные с вашим здоровьем. По итогу дня четверка жезлов, но это карта праздника, достижений, успехов. Четверка жезлов — это карта процветания, когда вы решили какие-то важные свои вопросы с семьей, с деньгами, с работой, когда вы договорились с близкими людьми, когда вы вместе отмечаете какие-то важные события, радуетесь вместе. Четверка жезлов — это у нас, когда каждый из нас находит свое место вот в семье, да, находит свое место в общем празднике. Друзья, всем желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!